крупному штрафу приговорен житель города Канаша, пытавший перенаправить сильнодействующее вещество стероид другому человеку. Прокуратурой Калининского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя города Канаш. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статья 30, часть 3 статья 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере». Судом установлено, что подсудимый в 2020 году приобрел у неустановленного лица и хранил сильнодействующее вещество стероид массой 20 грамм, что является крупным размером. В последующем, с целью сбыта указанного вещества жителю города Санкт-Петербург, он сформировал почтовое отправление в виде конверта с упакованным внутри товаром и отправил его через почтовое отделение. Однако данный конверт не дошел до покупателя ввиду того, что был своевременно изъят на участке по сортировке и обработке почтовых отправлений. Вину в совершении преступления подсудимый признал. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя и с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств по делу, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, систематически получавшего мелкие взятки от осужденных. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инспектора уголовно-исполнительной инспекции, обвиняемого в 25 фактах получения мелких взяток, а также мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля 2019 года по август 2020 года сотрудник уголовно-исполнительной инспекции систематически получал мелкие взятки в размере от 1000 до 10 тысяч рублей от граждан, осужденных судом к наказаниям, не связанным с реальным лишением свободы. Незаконное денежное вознаграждение он получал за бездействие, обусловленное неисполнением входящих в его полномочия обязанностей по фиксации допущенных осужденными нарушения порядка и условий отбывания наказания. Так, получив незаконное денежное вознаграждение, недобросовестный сотрудник вносил заведомо ложные сведения в регистрационные листы осужденных о соблюдении ими порядка и условий отбывания наказания, а в ряде случаев, несмотря на наличие нарушений, не готовил документы в суд для рассмотрения вопроса о замене наказания на более суровое или об отмене условного осуждения и направлении осужденного для реального отбывания наказания в места лишения свободы. Общая сумма полученных обвиняемым мелких взяток составила более 100 тысяч рублей. В настоящее время сотрудник уволен с места службы. Предварительное следствие по делу проведено Следственным комитетом России по Чувашии. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары, изучив материалы уголовного дела, приняла решение о направлении их в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. В Чебоксарском районе осужден бывший заместитель начальника исправительной колонии за превышение должностных полномочий. Прокуратурой Чебоксарского района поддержано государственное обвинение в отношении экс-заместителя начальника исправительной колонии, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законов интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. Судом установлено, что обвиняемый, являясь начальником одного из структурных подразделений исправительного учреждения, превышая свои должностные полномочия, в декабре 2020 года потребовал от 4 сотрудников возглавляемого им подразделения передачи ему части выплаченной разовой денежной премии за успехи по службе. Указанные сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе, выполнили незаконные требования своего непосредственного руководителя, передав ему денежные средства на общую сумму 13 тысяч рублей. Суд согласился с позицией государственного обвинителя о достаточной совокупности доказательств по делу, постановил обвинительный приговор, назначив подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Установлено лицо, совершившее мошеннические действия от имени сотрудников прокуратуры. Установлен и задержан житель Ульяновской области, удаленно совершивший мошеннические действия от имени сотрудника прокуратуры. Предварительно установлено, что в период с мая по июнь 2021 года неустановленное лицо позвонило 3 заведующим дошкольных образовательных учреждений в Козловском, Батаревском и Чебоксарских районах, представившись одним из руководителей республиканской прокуратуры. В ходе разговора мошенник сообщил о предстоящем
состоящий в внеплановой проверке дошкольных учреждений, в связи с чем попросил каждую перевести на банковский счет денежные средства в размере около 13 тысяч рублей для приобретения цветов членам комиссии. Двое потерпевших попались на уловку мошенника и перевели ему денежные средства. По указанным событиям правоохранительным органам возбуждено уголовное дело по двум преступлениям, предусмотренным часть 2 статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба» и часть 3 статья 30, часть 1 статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество». Расследование уголовного дела находилось на контроле прокуратуры. В ходе грамотно организованных следственных действий установлена причастность к совершению преступления ранее судимого 35-летнего жителя города Ульяновска, который 17 июня 2021 года был задержан и с учетом позиции прокуратуры заключен под стражу. В настоящее время проверяется причастность задержанного к иным подобным преступлениям. В этой связи прокуратура призывает всех жителей республики, в том числе руководителей предприятий и организаций, быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При поступлении подобных звонков рекомендуем в корректной форме закончить разговор и сообщить о данном факте полицию и дежурному прокурору. Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.